Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Минфин России планирует усложнить процедуру лишения россиян доступа к их банковским счетам без весомых доказательств причастности к теневой деятельности. Соответствующие поправки ведомство внесло в закон об антиотмывочной деятельности. Согласно документу, для блокировки счетов банкам будет необходимо собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска. Отсутствие у клиента справок, удостоверяющих добросовестность его действий, больше не сможет служить поводом для блокировки. Кроме этого, информация об отказах в открытии счета в других банках не будет считаться аргументом в пользу заморозки активов. В настоящее время кредитные организации по своему усмотрению выносят решение о блокировке счетов, не объясняя причин клиентам. В Минфине считают, что действия банков наносят вред хозяйственной деятельности компаний и частных лиц. Если поправки будут приняты, это приведет к массовой разблокировке счетов, что невыгодно для банков. Поэтому кредитные организации уже выступили против этой инициативы. Через 5 лет размер страховой пенсии в России увеличится на 39,4%. Соответствующий прогноз подготовили в Минэкономразвития. Но с учетом инфляции россияне смогут рассчитывать на увеличение пенсии лишь на 9,5%. Таким образом, ежегодно размер пенсии будет повышаться примерно на 1,5% и уже в 2019 году составит в среднем 15 400 рублей. При этом в 2024 году россияне смогут рассчитывать на 20 тысяч рублей, уточнили в Минтруда. Вместе с тем эксперты прогнозируют рост бедности среди граждан, которым до выхода на заслуженный отдых осталось 5 лет. АвтоВАЗ предложил жителям страны выбрать название для новых моделей «Лада» на сайте компании и через соцсети. Отмечается, что свои варианты наименований может предложить любой желающий с 15 по 29 апреля, а также поделиться тем, какие ассоциации у него вызывают автомобили «Лада». Как уточняют в пресс-службе, ранее компания уже привлекала автомобилистов к выбору названий. Так, название «Гранта» было выбрано из 60 тысяч предложенных вариантов. Также указывается, что привлечение широкого круга участников к этому процессу позволит проверить те идеи, что уже есть, сгенерировать новые мысли и еще более сблизить российских автолюбителей и марку «Лада». Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что после инициированной проверки Генпрокуратуры в регионах России снизят тарифы на вывоз мусора. В ходе проверки в ряде регионов подтвердились нарушения и приняты решения о снижении тарифов в среднем на 14,5%. Глава Комитета Госдумы уточнил, что нарушения в формировании тарифов удалось выявить в Мордовии, Якутии, Татарстане, Чувашии и еще ряде других субъектов. В Якутии многодетные семьи будут получать ежемесячную выплату. Соответствующее постановление подписал председатель правительства республики Владимир Солодов. Право на выплату не имеют все многодетные семьи при условии, что среднедушевой доход членов семьи не превышает величины среднедушевого денежного дохода населения в республике. Размер выплаты равен размеру прожиточного минимума для детей, установленном в целом по республике. Заявление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты может быть подано в любое время до достижения третьим или последующими детьми возраста 3 лет. Заявление можно подать через портал государственных и муниципальных услуг Якутии. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.